Здравствуйте. Интервью на БСТ в студии Алия Тагирова. В Республике Башкортостан проживают 140 людей без определенного места жительства. И такая цифра неточная. Почему? Да все потому, что посчитать этих людей, которые сегодня живут на улице, очень сложно. А их гораздо больше, и все они нуждаются в помощи. Об этом сегодня говорили в правительстве Республики Башкортостан в рамках круглого стола, и я рада представить одного из экспертов. Это Ольга Демичева, президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества по правам и правам человека. Ольга Юрьевна, рада видеть вас вновь в нашей столице. Вы знаете, в рамках вот сегодняшнего разговора, из вашего опыта, что сегодня становится в основном поводом для того, чтобы люди начинали бродяжничать? Здравствуйте, Алия, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Сказать, что конкретно толкает отдельного человека на бродяжничество, всегда сложно. Судьба каждого такого человека, она трагична. И если начинать разматывать клубочек тех проблем, с которыми однажды этот человек приходит в благотворительные организации, в центры социальной адаптации, попадает в больницы, оказывается в руках тех, кто готов ему помочь, вот если с таким человеком поговорить, то истории очень разные. Кто-то освободился из мест лишения свободы, и за это время с ним, например, развелась жена, снова вышла замуж. Ему некуда вернуться, у него больше нет дома. Кто-то был обманут какими-то недобросовестными риэлторами, их называют черными риэлторами, которые у человека в состоянии, например, алкогольного опьянения, обманом выкупили за копейки его жилье, и ему тоже некуда идти. Есть люди, которых выгнали из дома их родственники, иногда близкие родственники, такое тоже бывает. Есть люди, которые когда-то были подопечными детских домов, не получили своевременно своего жилья, долго скитались и вот так оказались на улице. Есть те, кто освободился из мест лишения свободы и мог бы, в принципе, вернуться домой, но уже не хочет идти туда, в свою прошлую жизнь. То есть каждый человек – это отдельная судьба, а итог этой судьбы один – человек без дома. И я думаю, что сегодня в рамках круглого стола, который вы считаете прошел очень оживленно, очень активно, обсуждались тысячи таких судеб. Что конкретно, вот самое главное, ваша задача по прибытию в регионы? Вот какую задачу для себя ставите вы? Весь этот год одна из моих главнейших задач – это исполнение поручения президента Российской Федерации по изучению успешных практик, касающихся плановой помощи бездомным людям. Дело в том, что инициатива наказуема. Этот вопрос в декабре 2023 года президенту задала я. Вопрос о неполучении плановой медицинской помощи вот этими людьми без постоянного места жительства. И президент спросил, а есть ли у нас где-то успешные практики, все-таки где помогают таким людям? Это же наша общая ответственность, эти люди. Я сказала, что видела успешную практику в Тюменском регионе, где есть благотворительная больница, обеспечивающая длительное проживание бездомным людям, инвалидизированным. Она на государственном уровне работает? Вы знаете, НКО? Государство помогает этому благотворительному центру. Государство частично финансирует НКО «Милосердие», которое получило медицинскую лицензию, возглавляет его врач Андрей Александрович Якунин, и сегодня там оказывается плановая медицинская помощь после экстренной, которую и ранее успешно оказывали этим людям. По счастью, этот вопрос у нас закрыт в стране, а вот плановая медицинская помощь, она подвисает. И вот там, в Тюменском регионе, этот вопрос достаточно успешно решен. Что касается Башкортостана, вы у нас часто бываете, да. Я благодарю вас за ваше внимание действительно к нашим людям без определенного места жительства, вот такое внимание, очеловечивание этой истории. Как можно не очеловечивать людей? Ведь мы же с вами про людей говорим, да? И я должна сказать, я вообще люблю бывать в Башкортостане, потому что это очень добрая республика, очень человечная республика, красивая. И история бездомных людей здесь
Вы знаете, она далеко не по худшему сценарию развивается, если говорить о многих регионах нашей страны. У вас очень сильное Министерство труда и социальной защиты населения, и судьбы этих людей находятся под пристальным вниманием вашего Министерства труда и соцзащиты. И действительно, то, что делается в плане организации их жизни, доступности для них социальной помощи, доступности восстановления документов, доступности той же медицинской помощи, это очень много. Мне бы хотелось, и сегодня я надеюсь, что лед тронулся вот после нашего круглого стола, мне бы хотелось, чтобы доля участия Министерства здравоохранения в судьбе этих людей была больше. Потому что, когда их выписывают из стационаров, после того, как им вылечили какое-то тяжелое острое заболевание или оказали помощь при инсульте, инфаркте, какой-то декомпенсации хронического заболевания или провели ампутацию после обморожения, например. Дальше в выписке идет стандартная фраза «долечивание по месту жительства», которого нет. И вот здесь, конечно, должна подключаться вместе с социальной структурой и медицинская, которая обеспечит не только выхаживание этого человека, но и долечивание этого человека, иначе он просто раньше времени уйдет из жизни. Но для того, чтобы Министерство здравоохранения взяли на себя вот это дальнейшее сопровождение, что нужно прежде всего? Ну, прежде всего нужна воля, то, что называется политическая воля. И, конечно, нужны алгоритмы, нужны протоколы, по которым будет выстраиваться маршрутизация такого пациента, несмотря на то, что у него нет полного необходимого пакета документов, закрывающего все вопросы юридического сопровождения по ОМС пациента, получающего медицинскую помощь. У нас очень много НКО и даже просто общественные организации, да просто вот круг друзей, которые, допустим, собираются и помогают определенным людям, кто где-то живет в подвале или еще что-то, то есть кормят. Я думаю, что это, наверное, по всем регионам там. Вот какую оценку вы бы дали именно вот этому общественному сознанию? Насколько простые люди сегодня готовы поддерживать, протянуть руку помощи тем, кто остался, ну, скажем так, за бортом? Вы знаете, вот мы любим говорить о гражданском обществе, да, вот что стоит за этими сухими словами? На самом деле наш культурный код, наши вот те самые традиционные ценности России, как особенной страны, к которым относится ценность человеческой жизни, милосердие, желание помогать всем миром. И вот это желание как раз реализуется и в помощи вот таким людям, убогим, сирым, брошенным, одиноким. Рабочие дома. Для меня вот эта тема, она покрыта каким-то страшным моментом, и мне казалось, что это вообще правонарушение в отношении людей. И все-таки эти рабочие дома существуют даже официально. Вот как вы прокомментируете, как вообще это можно было допустить? Дело в том, что пока бездомные люди в силах работать и хоть как-то зарабатывать себе на жизнь, они идут не в благотворительные организации, они идут туда, где действительно смогут иметь не только крышу над головой, но и заработок. Поскольку они социально не защищены, у многих из них более чем у половины нету документов, поэтому трудовая инспекция за них не вступится. Они идут на условиях хозяев вот этих работных домов выполнять, ну, скажем, неквалифицированную черную работу за еду, за жилье и за копейки, которые, конечно, не соответствуют аналогичной работе, когда она выполняется по трудовому соглашению, но по факту мы сегодня имеем целую сеть работных домов, и это отдельная тема и проблема, которую сейчас мы даже с вами не успеем обсудить, она очень большая. Да, мне кажется, эту тему мы с вами в течение 3 дней до конца не сможем обсудить, и вот все-таки хотелось бы о результатах круглого стола, то есть к какому выводу пришли, к каким решениям, может быть, вот что-то новое появится у нас в Башкортостане в отношении людей без определенного места жительства. У меня оптимистичное настроение после сегодняшнего круглого стола. Мы пришли к консенсусу, к взаимопониманию. И люди, которые представляют государственную службу, социальную защиту населения, здравоохранение, главные врачи медицинских учреждений, крупных больниц присутствовали сегодня тоже, и представители общественных организаций, и представители религиозных конфессий. И все мы сегодня пришли к решению,
что вопрос решаться должен. Вот эта низкопороговая медицинская помощь должна быть. Об этом говорит президент. Это понимаем мы все. И нам нужно искать те разумные решения, которые позволят помогать людям алгоритмически. Не каждый раз в ручном режиме, а по разработанным для них алгоритмам. Но пока эти алгоритмы не созданы, было принято решение вот прямо сегодня создать единый рабочий чат, где каждый такой случай будет прорабатываться и закрываться, чтобы ни один человек не оставался без помощи. Что значит закрываться? Это значит, что если мы имеем дело, например, с онкологическим пациентом, который на сегодняшний день еще не смог восстановить свои документы, надо изыскивать возможность начинать спасать его жизнь до того, как весь пакет необходимых документов окажется у него на руках, иначе будет поздно. И вот так по каждому случаю. Что касается религиозных организаций, именно они первыми протягивают руку помощи, но это издревле у нас так сложилось. Вот Крестово-Воздвиженский храм, очень известный приют отца Романа, я думаю, что сегодня он тоже там был. Вот с какой болью обращаются именно организаторы вот таких приютов? Они ни на что не жалуются, что удивительно. Они благодарят за все, за всю помощь, которая им оказывается, хотя этой помощи очень мало. За то, что люди откликаются на их нужды, за то, что к ним приходят за помощью вот эти самые бездомные. Они воспринимают это тоже как благословение и проверку своих качеств духовных и душевных. А помощь им, конечно, нужна большая. И я думаю, что плечи общественных организаций и религиозных организаций, они, конечно, не хрупкие, они сильные, но все перекладывать на их плечи в плане основной массы оказания помощи медицинской в том числе, да и социальной, нуждающимся бездомным людям, это неправильно. Это нужно делать совместно. И роль государства здесь, она чрезвычайно важна. И если касается вот каких-то превентивных мер вот в завершении нашей с вами беседы, как вы думаете, какая профилактика должна быть для того, чтобы как можно меньше людей вот так вот отрезали себя от общества и оставались ни с чем на улице в одиночестве? Прежде всего, эти люди должны знать, что им всегда есть куда пойти. Зимой это могут быть пункты обогрева. Это всегда могут быть какие-то фургоны помощи, которые известны, и они стоят в конкретных местах. Пункты, где они могут получить чистую одежду, еду, постричься, помыться. Какой-то старт для возвращения к человеческой жизни. То есть для них должна быть информация, может быть, какие-то даже листовки. Они должны иметь возможность сделать вакцинацию от того же гриппа. И сколько народу мы защитим, защитив их от заболевания. Должны иметь возможность сделать флюорографию на случай туберкулеза и так далее. Социально значимые инфекции никто не отменял. И при этом мы и человека защитили, и общество. Общество не должно отворачиваться от этих людей. Ольга Юрьевна, спасибо огромное вам за все, что вы делаете. Бывает такой момент, когда человек сам забывает о том, что он человек, и именно вы, ваши коллеги, напоминают ему об этом. Дорогие друзья, я напомню, что в программе интервью принимала участие Ольга Демичева, это президент Международной благотворительной общественной организации «Справедливая помощь» доктора Лизы, член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Оставайтесь на БСТ, увидимся.